И я приглашаю вас всех в путешествие импровизацию. Сейчас мне спуститься вниз, потом подъем вверх. Кстати, дорога у меня в итоге заняла 4 часа. Сегодня у меня самое прикольное утро за последнее время, даже не знаю за сколько. Ну, сейчас посмотрим, чем закончится. Как бы не пришлось домой возвращаться каким-то образом. Ладно, разберемся. Как точно добраться теперь до машины. Потом наглядный пример, как из-за какой-то мелочи планы могут кардинально поменяться. Ну или, по крайней мере, скорректироваться. Сейчас я не знаю, если честно, что делать. Вот он, чик. Угу. Ты придумал, ты и режь, да? Давай. Да не, сейчас сам попробую, шучу. Друзья, вас приветствую в весеннем Якутске. Сегодня у нас 15 мая, и я приглашаю вас всех в путешествие импровизацию. Кто помнит, я собирался поймать ледоход очередной раз, и так как я не придумал, как его ловить, я решил, что я просто сяду в машину, поеду подальше, ну, в ту сторону, откуда он идет, то есть вверх по Лене, сейчас он спускается вниз. Вроде в Ленске уже пошел, подвижки есть, ну, если я все правильно понял. Сперва мы едем на Иланку, сейчас с друзьями, с альпинистами, там сборы, они там скалазить будут. Это 160 километров от Якутска. Уеду наверх и постараюсь вместе с ним потом спускаться вниз до Якутска. Ну, вот у меня пока так в голове такие мысли. И с ними побуду там на Иланке, возможно, он уже там ледоход начнется. Потом все поедут по домам, а я поеду дальше путешествовать, куда захочу. Вот, по идее, план такой. Ну и буду снимать все, что будет интересное. Чтобы потом с этим всем не затянуть, потом с реализацией, с монтажом, я буду стараться, ну, не все подряд, там, чтобы потом замучиться разбирать этот материал, а какие-то самые такие интересные вещи. Ну и что-то вот вам интересно показать, поделиться. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Сейчас самое веселье, идти нам прилично. Надо решить, что брать, что оставить, чтобы все было еще при этом. Ну все. Идти где-то километра 3-4. Знаете, какая красота. Все, вот получается, сейчас мне спуститься вниз, потом подъем вверх. И вот там поверху лагерь будет в той стороне. Здесь стоит река. У реки такой холод сразу, как в холодильник заходишь. Прям жесткая разница. Ну, пока как-то так. Самое веселье началось. Снег чуть-чуть остался в лесу. Дорога у меня в итоге заняла 4 часа. Вообще не люблю, когда я еду с пассажирами, быстро ехать. Все-таки скутик машина такая, ну, у нее высокая, центр тяжести повыше, чем у других машин. Ну, не хочу рисковать просто. Надо мной, в принципе, и ржут все, что я долгий. Ну, еще и долго езжу. Если вместе выезжаем, люди уже на месте давно, я там еще... Ну, еще люблю заехать куда-нибудь там, посмотреть, тут поснимать.
Ура, дошли. Народу не так много, все на скалах, видимо, еще. Лазить будет, наверное, до ночи. Все, дров нарубили. Готовим кушать. Я только килограмм взял. Целая режиссерская работа. Блин, самое тяжелое, наверное, это вся вот эта нарезка, да? Очень тяжелое. Монтаж, пипец, наверное. Поэтому У меня друг занимается, как бы, он вообще там ночами, там, днями, потому что, ну, как бы, вот тебе, допустим, говорят, и к определенному сроку ты должен это сделать. Ну, У меня свои сроки да, и, перед собой. Но я вот сейчас стараюсь как раз снимать, чтобы поменьше было съемок, чтобы мне легче это сделать потом. ну да. Типа с первого раза хорошо снимать? Ну да. Но оно обычно так и получается, ты же когда естественно все снимаешь, оно нормально. Потом из этого там по 5 секунд вырезаешь из каждой, и нормально получается что-нибудь хорошее. Поджаришь там лук. Надо было ей, вот ей надо было в лед посветить, да? Да, там лед сейчас, наверное, красивый, он же как весь. Ага, и иглами такими стал. Поехали. Спасибо. Сегодня у меня самое прикольное утро за последнее время, даже не знаю за сколько. Наконец-то я вчера ночку у костра посидел. Прикольно. И вот в чем плюсы гамака, что вот можно его повесить где хочешь, так вот на краю обрыва. И балдеть. Ледохода еще нет. Это все-таки вскрытие реки происходит, я так понял термин. Что местами она, вот видите, открывается. Это вот протока ближе к нам, а вот дальше фарватер. Там уже стоит все. Вот отсюда можно мне его типа здесь ждать. Сейчас понял, что настолько вчера наслаждался вот этим первым выездом на природу, сидел у костра, сидением ночным таким, что даже не снял ничего. Так вот на краю обрыва вообще хорошо так было. И вот настолько хорошо, что я даже про камеру не вспомнил. Бывают такие моменты, когда ну, просто хочется просто жить. Пошли скалолазы лазить на скалы. Я, может, скоро к ним тоже спущусь вниз. У нас сейчас вода кончилась почти. Чем минус этого лагеря, нужно вот такой вот путь вниз проделать. Набрать воды и обратно подниматься тут. Это так, я этим сейчас буду заниматься. Принесу воды в лагерь. Вот там скалы. И вот на скалах ребята тренируются. Солнце было сейчас такое, как бы жара прям стояла. Я позагорал. Как только солнце прячется, конечно, становится прохладно, кофту одеваешь туда-сюда. Вот почему по такому лесу нельзя ходить в тапках. Я шел, одним тапком на палку наступил, приподнял ее и второй ногой прям вот воткнулся. Жестко. Сейчас буду вытаскивать. Прям вот так вот брусок вот он сидит. Я даже не знаю, как сейчас его вытаскивать. Ковырять. Блин, это я, похоже, жесткую травму получил. С виду вроде не так кажется, но... Ну, сейчас посмотрим, чем закончится. Как бы не пришлось домой возвращаться каким-то образом. Ладно, разберемся. Жестко там все сидит. Надо резать. Ой, блин. Не, похоже, мне отсюда ее не достать. Вот так вот она идет как-то. Да, видимо, приключения на этом мои заканчиваются. Надо ехать куда-то. Как-то еще надо добраться теперь до машины с такой ногой. Погулял. Вот вам наглядный пример, как из-за какой-то мелочи планы могут кардинально поменяться. Ну или, по крайней мере, скорректироваться. Сейчас я не знаю, если честно, что делать. То есть мне сейчас получается задача как-то... Ну, я жду ребят, все на скалах. Один тут в лагере остался. Сейчас, по идее, может быть, кто-то из них владеет навыками там хирургии, либо у кого-то есть острый нож, если попробовать там как-то разрезать. Ну, не знаю. И либо сейчас собирать вещи и как-то вот потихоньку еще дойти надо с рюкзаком, с вещами. Не наступать вообще тяжело на ногу.
Вот когда ходишь, ее как бы тяжело шевелить. Так-то не, ну, сильно не болит, что вот если сидеть вот так вот расслабленно. Колет чуть-чуть и все. А так хотел остаться, все уедут, думал на ночь тут. Хотя он дождь, но тем не менее, что ты, да, ничего страшного. Сидел бы у костра, до завтра бы. Тёма тут одну мне идею посоветовал. Есть же бритва. Сейчас, может быть, получится разрезать. Ну, кстати, вот так вот уже можно. Кусочек я освободил. Пластик как раз как ручка. точно. Вот она, Зачем чик. его весь убирать? Ну. Пальчиками держать, да? Ага. Ну. Нормально. Ты придумал, ты и режь, да? Да, давай. Да не, сейчас сам попробую, шучу. Режешь и вот так смотри. М? Вот так пальцем смотри. Расширяй его. То есть ты вот так делаешь. А, ну. Понял, да? Покажи, как вот. Так. На камеру давай. Ага. Угу. Стремно, если честно. Я прям ее чувствую этим лезвием. Мне кажется, я в сторону ухожу куда-то. Вот видно вроде уже. Идет потихоньку что-то. Сейчас кровью Ну будет. все, хватит. Ты зачем больше-то резать? Больше резать мне не надо. Видишь, она плотно сидит. Прям не подцепить. О! Ура! Ух, ни Прикинь, хрена такой себе. брусок такой сидел. Пипец. Это точно все, конец? Ну, вроде да. Ну, он, видишь, такой целиком. Если там ничего маленького не осталось, ну, сейчас мне ничего не мешает. Я даже палец не мог согнуть. То есть он мне прям туда вот упирался. Сейчас нормально. Да. Все? Крутяк. Остались-то. А Мика что? Поэтому у меня всегда с собой аптечка в походах. Такая вот уже поношена. Здесь у меня всякие таблетки. Ну вот хорошо, что была с собой вот для средства для рук. Антибактериальное. Финальный штрих БФ. Сейчас защитным слоем так покроется и нормально. А, топор надо забрать. Все, люди собираются, потихоньку меня все покидают. Остаюсь сторожить лагерь. Пока. Ну все, проводил последних ребят. Так что мы с вами остались одни. Сейчас буду придумывать, чем себя занять. Нога в порядке уже, все, ходишь. Можно и бегать. Только палка мешала. Так что вот солнце периодически выходит, дождя особого нету. Так, надо ревизию по воде провести. Потому что воды у меня все, что тут, это здесь чуть-чуть. Вот с речки более-менее чистая. Ее кипятить на чай. Здесь такая уже техническая. И немножко в ведре тоже вот это чистое. О, все. У меня макароны есть. В этом есть что-то такое, когда ты один. Вот я почему вот меня иногда тянет. Так, конечно, здорово в компании с ребятами. Я их там давно всех многих не видел, того года. Ай. И ну, прикольно так, когда у тебя есть с кем пообщаться, чем-то поделиться. Но и в то же время прикольно, когда ты один на природе, потому что ты можешь максимально насладиться. Нет никаких отвлекающих факторов, ну это, по крайней мере, у меня так. Ну, посмотрите, просто можно сидеть и вот, ну, очень долго наблюдать, допустим, вот этот пейзаж. Этот. Красота же. И под это приходят тебе какие-то мысли хорошие в голову, потому что очень много, на что нам не хватает времени, чтобы подумать. У людей всегда столько мыслей в голове. Вот иногда вот попробуйте просто послушайте себя. У вас, я не знаю, какое там количество, миллион мыслей за день пролетает, и в основном они мысли все ненужные. И у вас просто вот объем памяти всегда занят чем-то там. Поэтому вот такая вот остановка сознания полезная штука. Я надеюсь, мне тоже это, ну, поможет в чем-то. То, что я здесь этим буду так вот тоже заниматься, медитировать. Я просто получать удовольствие вместе с вами. Так-то я знаю, что я не один. Хоть остался один, но я знаю, что вот с той стороны очень много людей. И ну, действительно, это какое-то вот, когда ты снимаешь, и это немножко по-другому все воспринимается. Казалось бы, да, я хожу тут один в лесу, сам с собой разговариваю, передо мной вот камера, но на самом деле, ну, психологически ты понимаешь, что ты не один. Это действительно так. Так что спасибо, что вы со мной. Мне очень приятно. Конечно, никуда не ухожу. Здесь рядом всегда нахожусь, слежу. Вот если что, вода есть.
Ну, вдруг что-то, какая-то искра отлетит, загорится где-то, чтобы быстренько затушить. Тоже надо очень-очень аккуратно с огнем. Как я давно мечтал вот так вот выбраться, ну вот с прошлого года. Одному иногда побыть прям вот хорошо. Как-то вот я сейчас прям наслаждаюсь. Слушайте, я сейчас резко начал собираться, потому что прогноз очень неутешительный. Вот буквально скоро уже начинается жесткий дождь, и он будет очень затяжной до завтра. Ё-моё. Смотрите, только к вечеру он кончится. Минус уже будет. Ну, только вот во вторник солнце. И мне отсюда будет просто не выбраться. Здесь дорога очень плохая на Иланку. Надо срочно выбираться. Она и по поселку плохая, вот куда мы сюда заехали. И выезд, в принципе, из поселка. Но мне не хочется рисковать и сесть там где-нибудь. Надо собираться. Что, почти собрался? Территорию прибрал. Там поливает. Там поливает. Вперед. Облака пока кружат вокруг. Ну, как будто бы дают мне добежать до машины, упаковаться и выскочить отсюда. Стал спуститься, передохнуть и последний рывок наверх подняться. Нога, конечно, вверх. Я вот сейчас поднимался чуть-чуть, там, ну, больновато. Сейчас будет мне не очень просто. Хоть умыться в первой воде после льда. О, какая ледяная. Да, в такой купаться, конечно, я что, в том году в такой же, что ли? Фу. Сейчас надо вещи разложить так, чтобы они были удобны в машине. И чтобы, когда будет идти дождь, не приходилось лазить там туда-сюда. Все, поехали. Я, в принципе, знаю, какое место сейчас надо ехать. Мы когда сюда ехали, помните, такую полянку заезжали? Прикольная. Вот я думаю, что надо сейчас туда. Вот оно, хорошее местечко. О, как тут. Вот вашему вниманию очередные панорамные виды на Лену. Вот дорога. Так-то, в принципе, может, ничего страшного. Сухая еще, она вообще нормальная. Но боюсь предположить, что после дождя ее прям начнет жестоко размывать. И тут будет прям вот грязюка жесткая. В общем, я не хочу. Что-то нога разболелась прям. Вот я даже шел, она так не болела. Вот сейчас к вечеру. Шел я сколько? Где-то минут 50, я забыл сказать. 3 километра. Просто вверх-вниз там вот эти вот моменты. Здесь база. Мне на базу не надо. Мне, в принципе, вот можно здесь где-нибудь запарковаться. Что за база? База отдыха «Золотая рыбка». Рада вас видеть. Хорошо, спасибо. Охраняемая зона. Вход платный. Ну вот, дождался. Пошел дождик. Нога, правда, сильно разболелась. Прям сейчас очень сильно. Я сейчас еле вышел из передней двери, чтобы сюда лечь. Как хорошо, что я все-таки испугался дождя и решил дойти до машины, потому что, мне кажется, я бы уже не дошел с рюкзаком, со всеми вещами. Это было, ну, правильное решение. Похоже. Ладно, всем спокойной ночи. Слушайте, ну так я вообще не ожидал проснуться зимой. Жестко снег валит. Лед стоит, снег идет. Ну круто. Надо в больницу ехать, что-то вот все-таки, не дай бог, там что-нибудь еще. Кусок палки мог остаться. Или, ну, грязь. Так что, увы, пока мы заканчиваем поиски ледоходов. А так, давайте покажу, где я должен был проснуться. С другими видами, конечно. Это должно было все быть. Ух ты! Это жестко. Тут все должно было быть красиво сегодня. Но, да, надо ехать.
Вот этого еще не хватало, прикиньте, машина заглохла. Жесткая. Блин. Надеюсь, просто оком. Клемму сейчас поставлю. Ё-ё-ё-ё-ё. Да ладно. Фух. О! Вот это вот сейчас было бы вообще не в тему. С больной ногой. Где-то тут вообще далеко от города. Ну, я уже думал, сейчас машину буду ловить, чтобы меня там прикурили или что-нибудь. Ладно, что, двинули в путь. Предстоит он не близкий. Да, окна запотели. Фух, кончилась грязюка. Ну, красота. Домой приехал, вообще нога опухает жестко. Еду в травму сейчас. Ну что, результат всей ситуации такой, что я теперь обездвижен на какую-то, ну как минимум на неделю, не знаю. В общем, приехал я в травмпункт, там часа 2 просидел. Нога вот она прям на глазах пухла, прям боль. Я дошел сам до травмпункта, пока сидел, я уже не смог дойти до врача. Там молодой хирург был, ну вот врач-травматолог. Они мне рану в итоге вот, ну, вскрыли, чтобы посмотреть, не осталось ли там какого кусочка палки. То есть там скальпелем надрез такой еще большой получился. Я лежу, смотрю, прочистили, зашили. И вот у меня сейчас там, по идее, обезболивающее еще действует, но я уже на ногу вообще не могу наступить. Вот так вот неожиданно может вылиться такая, казалось бы, мелочь, где ты бежишь, спотыкаешься обо что-то, да, палочка там втыкается. И я до сих пор сейчас вот просто... Слава богу, что я уехал, что мне вчера что-то стрельнуло в голове, не оставаться в лагере там на Иланке и уехать. Я реально бы не уехал, не смог бы оттуда уйти. Вот я представляю, я бы, ну, там в гамаке бы лег, проснулся бы, вокруг снег идет, да, и опухшая нога, на которую не наступить, тяжеленный огромный рюкзак, еще и пакет, и я там в 3 километрах от машины по пересеченной местности. Ну, я это уже принял в ситуации, надо ей воспользоваться как-нибудь. Еще ведь хорошо, что это левая нога, а не правая. Я бы еще бы, даже если бы я был бы на машине, я бы не уехал бы никак. Все, ладно, теперь точно прощаюсь. Давайте, до следующих приключений, путешествий.